В Сыктывкаре торжественно открыли стену Цоя. Поклонники творчества одного из самых известных советских рок-музыкантов собрались, чтобы почтить память лидера группы «Кино» и с помощью композиции Цоя оживить памятные образы на стене. Услышал свои любимые песни и Никита Чернов. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Знакомые до боли аккорды, довольные слушатели и самое главное визуальное послание новому поколению об артисте 80-х годов. Люди разных возрастов любят его творчество по сей день. 15 августа исполнился 31 год со дня трагической смерти советской рок-звезды. К памятной дате неравнодушные реставрировали стену Цоя, и теперь она снова открыта. Мы решили, знаете, так, без официоза, по-простому, но с песней, с рифмой, так сказать, как-то встретить это столетие. Встретить мы решили его здесь, 15 августа, эту стену Цоя, известную, легендарную в нашем городе и в республике. Мы ее привели в порядок. Стена, посвященная трагически погибшему артисту, появилась в Сыктывкаре в начале 90-х, после смерти исполнителя. Молодежь тогда сильно до черноты списала стену в сыктывкарской орбите признаниями музыканту в любви, текстами песен группы «Кино» и бессмертным слоганом «Цой жив». Люди писали о том, что будьте любезны, приведите в порядок эту народную тропу, сделайте свет, и надеюсь, что с 1 по 10 сентября он здесь появится. Во-вторых, поклонники писали мне в социальных сетях, что, ну, пожалуйста, как-то давайте освежите, все-таки Цой, там впереди 15 августа, День памяти, ну и в целом, так сказать, год непростой, давайте как-то что-то сделаем. Со временем стена Цоя потеряла свой лоск. Тогда народные художники решили обновить бетонный холст. Воссоздали стену два человека – Константин Сметанин и Дмитрий Меников. Теперь это полноценный арт-объект. Каждая бетонная плита стала нести в себе отдельный смысл. Мы подумали вместе с поклонниками, каким образом ее сделать интересно и ярко. И решили, что на каждой из плит должен быть какой-то фрагмент, сюжет песни из репертуара Виктора Цоя. Так и получилось. Мы бросили клич, нашлись ребята. Это Меников Дима, это Сметанин Костя, это студия «Радужка», которые сопровождали эту творческую работу. И благодаря этим ребятам были подобраны эскизы, фрагменты и припевы этих песен. И вот как бы мы визуализировали это на вот этих плитах. Реконструкцию поддержала администрация города и Госсовет Коми. Теперь общественники и владельцы забора надеются, что стена в таком виде просуществует еще очень долго. Я считаю, что молодежь и интересы молодежи надо поддерживать, потому что чтобы они лишний раз не скитались где-то на улице, непонятно с чем в руках, лучше буду приходить на такие арт-объекты или на стены памяти и вспоминать ушедших музыкантов, петь песни, читать стихи, приобщаться к хорошему делу. Просто помните, общаться, знакомиться, как и всегда это здесь происходило. Неизгладимый след оставила музыка Виктора Цоя в нескольких поколениях фанатов рок-музыки. Подражая кумиру, свой след оставляли и его последователи на заборах, бетонных плитах и в подъездах. Музыканту нет больше 30 лет, но он до сих пор вдохновляет на творчество других. И теперь даже этот бетонный холст красноречивее слов говорит «Цой жив». Никита Чернов, Максим Изюров, телеканал Юрган.